Следующие 8 минут будут для вас решающими. Не игнорируйте это видео сейчас, потому что последствия будут серьезными, и вы упустите что-то очень важное. Великое чудо уже в пути. Чудо будет достаточно большим, чтобы изменить всю вашу жизнь и наполнить ее деньгами, здоровыми отношениями и бесконечным миром. Поставьте лайк этому видео, чтобы заявить право на это чудо. Моя любовь, тебе предстоит пережить самый невероятный момент в твоей жизни. Двери финансовой независимости открываются для вас, позволяя вам страстно следовать любимым путем и обеспечивать лучшее тем, кого вы любите, своей семье. Почувствуйте силу этого предстоящего осознания. Представьте себя свободным от финансовых забот, которые когда-то вас сдерживали. Визуализируйте, как вы делаете то, что действительно возбуждает вашу страсть. Каждый шаг наполнен радостью и целью. И что самое интересное, возможность обеспечить свою семью не только необходимым, но и необычным, построить будущее, полное радости и потенциала. Всегда помни, что я люблю тебя, сынок. Я провозглашаю мир, достижения, исцеление и благословение на вашем пути. Вы вступаете в новую фазу, где вас ждут последовательные успехи, непрерывный прогресс и бесконечные чудеса. Каждый шаг будет победой. Каждое усилие, каждый прогресс и каждый момент будут пронизаны необыкновенными чудесами. Завтра будет день, когда я дам тебе невероятное благословение. Я буду творить чудеса, чтобы исцелить вас физически, умственно и эмоционально. Это также будет день, когда барьеры, ограничивавшие ваш потенциал, будут разрушены, и мой свет и блеск наполнят вашу жизнь. Подпишитесь на наш канал, если любите, господа. Боже, наконец-то в этой стрессовой ситуации наступает облегчение, приносящее с собой результат, полный мира и удовлетворения. Почувствуйте волнение, которое сопровождает эту новость, когда я направляю вас к финансовой помощи, которая осветит ваш путь благословением, которые принесут глубокие преобразования, и чудесам, которые коснутся каждой клеточки вашего существа. Обратите внимание, как бремя спадает с ваших плеч, освобождая место для мира и радости. Финансовая помощь, которая приходит к вам, подобно сияющему маяку, который проведет вас через трудности к месту безопасности и стабильности. Представьте, что двери открываются, возможности расширяются, а заботы уменьшаются по мере того, как изобилие течет на вашем пути. Мой любимый сын, послушай, что я говорю. Знай, что я никогда не оставлял тебя и никогда не оставлю тебя. У меня на тебя большие планы. Я знаю все о твоей жизни, я сосчитал каждую пролитую тобой слезу, и в тебе нет ничего, чего бы я не увидел. Мне знакомы все аспекты твоей жизни, потому что я никогда не покидал тебя, я всегда был рядом с тобой, готовый помочь и утешить тебя. Я всегда хотел залечить твои раны и восстановить твой дух. Но иногда твое упрямство мешает тебе послушать меня, и теперь ты сожалеешь о сделанном выборе. Я понимаю, что это не лучший твой момент, и ты устал от плохих новостей, обременен таким количеством проблем. Кажется, что трудности в вашей жизни увеличиваются, и вы не уверены, когда боль прекратится. Но помни, я здесь с тобой. Сегодня я хочу исцелить тебя, восстановить тебя и дать тебе свои наилучшие благословения. Да ладно, не упрямься, прислушайся к моему голосу и перестань игнорировать мои слова.
Перестаньте плакать и беспокоиться о вещах, которые вы не можете изменить. Приходите послушать, что я скажу, и следуйте за мной. Вернитесь на путь, ведущий к вашему спасению, в место, где ждут мир и радость. Я здесь с тобой жду, я не готов принять ответ «нет». Знай, что я всегда буду любить тебя чисто и искренне. Ничто из того, что ты сделал или сделаешь, не может уменьшить мою любовь к тебе или оттолкнуть меня. Так что не сомневайтесь в том, что я говорю вам сегодня. Моя любовь к тебе выходит за рамки того, что ты можешь видеть. Пожалуйста, знайте, что я здесь не для того, чтобы судить вас или вспоминать ваше прошлое. Я просто хочу снова сделать тебя целостной и залечить все твои раны, сформировать твою жизнь для своих целей. Желаю вам идти со мной в благословениях и успехах, пусть ваши мечты и планы сбудутся, и вы сможете наслаждаться богатой и полноценной жизнью. Это мое желание для тебя сейчас и навсегда. Так что больше не путайтесь, даже не думайте, что я не на вашей стороне. Даже если ты не видишь и не чувствуешь меня, я всегда буду рядом с тобой, готов помочь, утешить и благословить тебя. Пожалуйста, пойми, что я никогда не отступлю от того, что обещал тебе. Я всегда буду стремиться к вашему благополучию, чтобы вы могли достичь того, что задумали. Очистите свой разум от всех негативных мыслей, прогоните сомнения и избегайте причинения вреда. Удалите все, что ограничивает способности, которые я вам даю. Подобные вещи ведут только к разрушению, страху и беспокойству. Не позволяйте голосам ваших оппонентов доминировать в вашей жизни, и вас не ранят и не беспокоят злонамеренные комментарии. Принеси мне все свои проблемы. Отдай мне свою жизнь. Во мне найди покой и целостность. Молитва, отдай мне все свои тревоги и страхи, и я наставлю тебя на новый путь. Вам уготован успех, а не неудача, потому что со мной вы откроете свое истинное предназначение, обретете покой, радость и удовлетворение. Знай, что я твой Бог и Отец, тот, кто вознаграждает послушание и мужество своих детей. Поэтому я прошу вас не отвергать то, чем я делюсь с вами сегодня. Поймите, что я призываю вас к благословению и намерен дать вам небесные благословения здесь, на земле. Сделайте перерыв в своей жизни, оставьте позади все проблемы, которые вас преследуют. Закрой глаза и позови меня, я отвечу на все твои нужды. Помни, что я всегда буду с тобой, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы помешать мне любить тебя. Не сдавайся. Шагни вперед с верой и возьми меня за руку. Позвольте мне провести вас по пути, полному благословений, где вы достигнете своих целей и достигнете того, что превосходит ваше воображение. Помните, что те, кто живет праведно, получают много благословений. Поэтому, сын мой, имей веру и ищи посредством молитвы. Ищи меня всегда и всем сердцем. Слушайте мое учение, и тогда я буду действовать в вашей жизни, ибо я чту тех, кто чтит меня. Идите без колебаний, дети мои, веря, что вы получите то, что вам нужно, ибо я обещаю обильно благословить вас. Никогда не теряй веры в меня. Слушайте внимательно мои слова и увидите, как мои обещания исполняются в вашей жизни. Мой дорогой сын, ты лучший из моих творений, самое особенное произведение моих рук. Вам не повезло или не повезло. Я любил тебя еще до того, как ты появился,
я создал тебя с заботой и целью, дав тебе жизнь и цель. Я подготовил вас к достижениям и огромным благословениям, которые вас ждут. Ты невероятно дорог мне, и ничто не может этого изменить. Однако я знаю, что иногда вы чувствуете разочарование и обиду из-за своей ситуации. Вы чувствуете, что не добиваетесь прогресса, и с каждым днем удивляетесь, почему вы еще не достигли таких благословений, будучи чадом Божьим. Позвольте мне сказать вам, что дело не в том, что я не хочу благословлять вас, а в том, что вы мне больше не доверяете. Если сердце твое уже не в слове моем, а в заботах житейских, то тебя увлекают заботы мира, давление и ожидания общества. Вы отвергли мое слово, свою молитву и свою веру. Сейчас настало время вернуться ко мне, смиренно и с раскаянием готовые отпустить все отвлекающие факторы и заботы, которые мешают вам быть со мной. Восстановите свою веру в мою силу изменить ситуацию и мою спасительную благодать. И тогда вы увидите, как мои благословения щедро текут в вашу жизнь. Осознайте, что эти благословения найдут свой путь к вам, как только вы начнете доверять мне, потому что я ваш Бог. И если ты мне поверишь, ты будешь как дерево у воды, плодоносящее в нужный момент, с вечно зелеными листьями, цветущее даже в сухую погоду. Сегодня я прошу вас довериться мне, потому что я тот, кто может восстановить то, что потеряно, исцелить то, что ранено, и исправить то, что сломано внутри вас. Пусть мои слова изменят ваше настоящее и украсят ваше будущее. Не позволяй лжеврага затуманить твое видение, убей мечты, которые я создал внутри тебя. Отвергните в это время всю ложь и уловки противника и выбросьте их прочь. Пусть мой Святой Дух обновит ваши мысли, чувства и душу, направит вас на путь истины и жизни. Поверьте мне, и вы чудесным образом увидите, как мои обещания реализуются в вашей жизни. Я буду действовать в ваших интересах и приведу вас к жизни с избытком, которую я планировал для вас с самого начала. Так не покидайте этот путь, по которому вы призваны жить. Не поддавайтесь обстоятельствам. Вы должны продолжать верить, что я дам вам новую силу, как буйволу, чтобы подняться. Все, что тебе нужно сделать, это снова довериться мне и поверить в мои обещания, потому что все, что я сказал о тебе, сбудется. Ты увидишь мою силу и мою славу в своей жизни, ты увидишь, как исполняется в тебе цель моей воли. Впредь я не хочу, чтобы вы просто полагались на то, что видите, потому что это может привести к фрустрации и разочарованию. Откройте глаза своей веры и начните видеть видимое так, как будто оно уже здесь. Там, где есть проблема, найдите возможность измениться. Где тьма, увидишь свет мой сияющий. Поверьте в мою способность изменить вашу ситуацию и открыть двери, которые кажутся герметично закрытыми. Не сомневайтесь в том, что я вам сейчас говорю, я буду действовать в вашу пользу, даже самые сложные ситуации поверну в вашу пользу. Поэтому доверьтесь мне полностью, не полагайтесь ни на свою логику, ни на мнение других, а возложите все свое доверие и надежду на меня, ибо я тот, кто может дать жизнь бездушному. Сейчас самое время сказать благословение. Вы станете свидетелем того, как мои благословения раскрываются во всех сферах вашей жизни. Говорите мои слова, даже когда времена тяжелые, и они принесут вам результаты. Помните, что истинная вера проверяется жизненными испытаниями. Итак, встаньте и предстаньте передо мной.
Перестаньте тратить свои усилия на свои собственные пути. Принесите мне свои планы, осуществите свои амбиции и мечты. Возьми меня за руку и сдержи мои обещания. Я гарантирую вам, что ваша вера воспламенится, и вы увидите, как сбудется все, о чем вы мечтали, потому что я не разочарую тех, кто мне доверяет. Немедленно вставайте, как бы тяжело ни было сейчас ваше положение. Моя любовь к тебе никогда не изменится. Я стою здесь, протягивая вам руки прощения и восстановления, надеясь, что вы вернетесь ко мне в смирении и покаянии. Не стесняйтесь прийти ко мне, потому что моя любовь намного больше, чем все те плохие поступки, которые вы совершили. Сегодня я приглашаю вас снова поверить мне. Всегда заявляю о своих обещаниях и точно знай, что я всегда рядом с тобой. С этого момента сделай своим приоритетом искать меня днем и ночью, и я позабочусь о каждом аспекте твоей жизни. Вы проживете жизнь, полную изобилия и благословений. Вы увидите, как моя любовь и вера невероятным образом проявятся в вашей жизни. Верьте тому, что я вам говорю, действительно верьте, и ваша жизнь полностью изменится. Не теряйте надежды и не сдавайтесь, сохраняйте свою веру сильной и увидите, какие великие дела я совершу в вашей жизни. Я знаю твои обстоятельства, мой дорогой сын, и понимаю твои нужды. Ты должен осознать, что без меня ты ничего не сможешь добиться. Жить без моего руководства все равно, что плыть по течению мира. Сын мой, ты должен доверять моим словам, держать их решительно и уверенно. Мои слова, как вода на суше, в них находишь свой путь и решение всех проблем. Итак, примите то, что я говорю вам сегодня. Поверьте, что мои намерения в отношении вас добры и безупречны. Вспомните сегодня историю Анны, женщины сильной веры, решительной и стойкой. Она искала ребенка, и, несмотря на ее тяжелые обстоятельства и чувство безнадежности, ее вера в меня никогда не колебалась. Она молилась горячо и страстно, вложив свою боль и тоску в мои руки. Но ее стремление, ее страсть и ее настойчивость были настолько велики, что в конце концов ее просьба была услышана, и она получила свою страсть. Это, сын мой, напоминание о том, что верой и терпением я могу творить чудеса в твоей жизни. Я могу изменить вашу ситуацию, перенаправить вашу судьбу, превратить самые мрачные и грустные моменты в яркие и счастливые дни. Только я могу превратить вашу нужду в великие и драгоценные благословения, но вы должны довериться мне и отдать мне свои заботы, свои страхи и свои нужды. Не бойся, мое дорогое дитя, сохраняй веру и доверие к тому, что я тебе обещал. Помните, что для меня нет ничего слишком сложного, потому что у меня есть вся сила. Я прошу вас сохранить веру и терпение, потому что решение ваших проблем появится в вашей жизни. Никогда не забывай, что у меня есть план, полный надежд и светлого будущего для тебя, будущего, где печаль и боль останутся всего лишь старыми воспоминаниями, а радость всегда будет с тобой. Итак, мой драгоценный сын, поверь мне. Не расстраивайтесь и не расстраивайтесь, если что-то не изменится сразу. Сохраняйте позитивный настрой и продолжайте верить, даже когда вас ждут трудные времена. Не сдавайтесь, помните, что даже Анна была неправильно понята и думала, что она пьяна, когда горячо молилась, но она не оставила свою веру, она осталась сильной даже в трудную минуту.
Точно так же я призываю вас следовать примеру Анны и не поддаваться препятствиям, даже если другие критикуют вас или не понимают вашего пути. Сохраняйте веру, мое желание окутать вас покоем, превратить самые трудные ситуации во что-то прекрасное и чудесное, вашу печаль в радость, ваш недостаток в изобилии, а ваш траур в танец. Мой дорогой сын, не заблудись на этом пути веры, не позволяй ничему ослабить твою решимость. Всегда приходите ко мне в молитве, просите о том, что вам нужно, и благодарите меня, когда делитесь своими просьбами. Отдайте мне все свои заботы, и я исполню то, чего вы жаждете в своем сердце. Я буду светом на твоем пути, проводником к твоей радости и истине, которая освободит тебя от всех цепей. Доверьтесь мне, и я приведу вас к победе, миру, радости и процветанию. Помни, даже когда путь неровен и горизонт кажется темным, я всегда с тобой. Твердо храните свою надежду на меня, не позволяйте критике или негативным голосам отвлекать вас от пути. Двигайтесь вперед смело, потому что я всегда рядом с вами. Моя сила и любовь больше, чем любое осуждение или негатив, с которым вы можете столкнуться. Итак, любовь моя, доверься тому, что я говорю, сохраняй веру в меня и мои обещания, и я подарю тебе настоящую радость, где ни страх, ни беспокойство не смогут коснуться тебя. Я, твой Отец, буду действовать для твоего блага, изливая свою милость и благословение в твою жизнь. Продолжайте идти с верой и терпением, никогда не переставайте верить в мои обещания, идите в моей воле. Приди, и ты увидишь мою сильную руку на тебе, творящую чудеса в твоей жизни. Ибо благословляю вас всяким духовным благословением в небесах и объявляю вас свободными, исцеленными и процветающими во Христе Иисусе. Не сдавайтесь, продолжайте идти, ведь что посеешь со слезами, то пожнешь с радостью. Я знаю, что вы глубоко привержены достижению своих целей и проектов. Я знаю все, что ты делаешь. Делайте это с усердием и преданностью. Однако, прежде всего, я не хочу, чтобы вы игнорировали молитву или отказывались от моего слова. Некоторые люди предпочитают полагаться на себя, игнорируя руководство и мудрость, которые предлагает мое слово. Эти люди отходят от моих намерений и руководствуются своими мимолетными эмоциями. Они сосредотачиваются только на мирских выгодах, пытаются достичь своих целей, но не достигают ничего важного. Они падают на пастбище в своем тщеславии и самонадеянности, презирают смиренных и презирают тех, кто искренне ценит мое учение. Ее высокомерие окутывает ее, как тень, скрывая ее истинные мотивы. Они часто забывают, что простота и смирение лежат в основе истинного величия. В своем стремлении к признанию и контролю они игнорируют мои инструкции и свои ценности. Они блуждают потерянные, скованные своим высокомерием, которое приводит только к разделениям и конфликтам. Теперь, мой дорогой сын, прислушайся к этим словам. Не позволяйте своему сердцу тревожиться и бояться будущего, потому что я благословлю все ваши старания и старания. Не сдавайтесь, когда сталкиваетесь с неудачами. Не расстраивайтесь, если не увидите немедленных результатов. Неважно, сколько времени потребуется для достижения ваших целей, важно никогда не сдаваться, ведь каждый ваш шаг приближает вас к вашей мечте, к тем желаниям, которые я перед вами ставлю. Всегда помните, что у вас есть невероятный потенциал, потому что я одарил вас навыками, дарами и талантами,
которые помогут осуществить хорошие и невероятные вещи. Поверь мне, мой дорогой сын, я всегда буду с вами, чтобы направлять и поддерживать вас на каждом этапе пути. Держитесь за свою веру мужественно и решительно, и никогда не забывайте, что с ней рядом с вами вы достигнете всего, чего захотите. Потому что я превращу каждое препятствие, которое вы встретите на своем пути, в возможность для роста и обучения. Итак, мой дорогой сын, иди вперед с верой, мужеством и уверенностью, ибо твой успех неизбежен. Не позволяйте никому и ничему заставлять вас чувствовать себя плохо, особенно тем, кто шепчет вам. Не беспокойтесь о постоянной критике, с которой вы сталкиваетесь, преследуя свою мечту. Да, некоторые попытаются заблокировать ваш прогресс препятствиями, порожденными завистью и обидой, но вы двигаетесь вперед со смелостью и непоколебимой верой. Живите жизнью, которая говорит об истине и честности, не уставайте верить в меня и мои обещания, потому что все, что вы вкладываете своим сердцем и трудом, будет вознаграждено со временем. Знайте, что за пределами трудных времен лежит великое царство моих заверений, место, где процветает надежда, и каждый ваш шаг приближает вас к вашим истинным целям. Здесь реализуются ваши стремления, где переполняются признательность и любовь. Там вы обретете радость, покой и бесконечные блага для себя и своих близких. Так что продолжай мужественно и решительно, сын мой. Двигайтесь вперед и никогда не пугайтесь проблем, препятствий или испытаний. Продолжайте доводить дело до конца, зная, что в конце вашей борьбы вас ждут великие награды и чудесные благословения. Продолжай, сын мой, прими терпение как добродетель и используй веру как щит от сомнений, страхов и разочарований. Терпение – это ключ, который открывает путь к успеху и помогает выстоять в испытаниях. Вера даст вам силы преодолеть все препятствия и смелость продолжить свой путь. Поверьте, что я с вами хорошо организую для вас все мероприятия. Поэтому, мой дорогой сын, ты должен всегда сохранять веру и терпение, потому что они приведут тебя к моим обещаниям, откроют двери благословений, откроют возможности для выполнения твоей жизненной миссии. Держи мои слова близко к сердцу, сын мой. Пусть они будут вашим проводником и светом на вашем пути. Они приведут вас к достижению. Действуйте в соответствии с ними, и я обещаю, что ваши усилия увенчаются успехом. Никогда не сомневайтесь в моем присутствии, поскольку я постоянно действую от вашего имени, обеспечивая жизнь, наполненную миром, обильными благословениями и процветанием. Доверься мне всем своим разумом, всей своей силой и всем своим сердцем. Пусть благодать, благосклонность и благословения будут в вашей жизни и у всех тех, кого вы любите. Я люблю тебя, мой сын. Проявите упорство до конца, и я обещаю, что вы выпьете мои благословения. У вас есть моя поддержка. С этой верой и настроем чемпиона вы одержите победу во всем. Однако вам следует знать меня получше. Я не трачу время на подсчет твоих ошибок и не перестану любить тебя из-за них. Я рад видеть, как вы доверяете моим обещаниям, пересекаете горы и долины, пересекаете бурные реки и опасные болота. Даже если ты споткнешься и упадешь, даже если ты испачкаешь свою одежду, знай, кому ты доверяешь, куда идешь, и что благословение ждет тебя на той стороне горы, где ты находишься.
Объявиться ты можешь быть уверен в моей любви к тебе, зная, что я понимаю, через что ты проходишь, и не осуждаю тебя. Я здесь, чтобы очистить пятна, которые вы накопили на своем пути, потому что хочу, чтобы вы бесстрашно двигались вперед. Многие говорят, кричат, говорят, что любят меня, но их действия показывают обратное. Вот почему я выбрал тебя. Вашими словами и руками я буду творить чудеса. Не бойтесь, не отступайте перед трудностями. В моей любви и силе ты понесешь и победишь армии зла. В минуты одиночества и слез приди ко мне. Я понимаю всю твою боль, печаль и горе. Вам не нужно ничего объяснять. Просто позвони мне, и я со всей любовью облегчу твое бремя. Я знаю, что ты дарил любовь и внимание, и мало что получал взамен. Но я вижу ваши трудности и осыпаю вас благословениями. Принеси мне свою усталость, свое утомленное сердце, и я дам тебе покой. Я передам всю твою боль и горе. Я знаю каждую жертву, принесенную ради любви, каждое разочарование, которое ты пережил. Я видел каждую ложь и предательство. Но послушай, я видел все, через что тебе пришлось пройти, и я полностью понимаю каждую эмоцию, каждый шаг, который ты сделал, чтобы попасть сюда. Я всегда был, есть и всегда буду с тобой. И теперь твоя вера обновлена, твои глаза открыты для новой жизни, где ты, наконец, почувствуешь и поверишь в мою бесконечную любовь. Это мое торжественное обещание. Отдай мне свою жизнь, свое сердце, и я всегда буду рядом с тобой, чтобы любить тебя и исцелять всю твою боль. Я буду твоим щитом во всех битвах, я окружу тебя своей любовью и подарю тебе покой, который укрепит твою душу. Если ты упадешь, я подниму тебя. Если вы разочаровываетесь, я вдохну новую жизнь в ваш дух. Ничего, слушай внимательно, ничто не может вселить в тебя страх. Не беспокойтесь о ложных обвинениях и лжи, которую бросают вам другие. Не позволяй плохим парням увидеть твое падение. Поверь мне, я знаю твое чистое сердце, и ты увидишь, как я заставлю твоих врагов отступить, в страхе бежать. Ваша жизнь будет наполнена миром, мудростью, процветанием, здоровьем и небесной радостью благодаря благословениям, которые я изолью на вас. Рядом со мной все твои мечты сбудутся. Ты почувствуешь мое присутствие в своей интимной жизни и уже никогда не будешь прежним человеком. Все заметят перемены, увидят радость и умиротворение, исходящие от вашего лица. Так что приходи завтра, проснись пораньше, обрати внимание, и ты отчетливо услышишь мой голос. Уверяю тебя, что я никогда тебя не подведу, потому что я люблю тебя всем сердцем, будь то в хорошие времена или в плохие. Когда эти воспоминания всплывут, дайте возможность вашим эмоциям успокоиться. Запечатайте губы, когда вам нужно выплеснуть свою боль, чтобы ваш язык не был испорчен местью. Погрузитесь в эту реку живой воды. Найдите время, чтобы насладиться новой жизнью. Поверьте и примите это с удовольствием. Я люблю тебя и твою семью день и ночь. Нет причин бояться кризиса. Этот интернационал обманывает вас и не показывает вам выхода. Но я пришел вдохнуть в вас свое дыхание жизни, укрепить вашу веру, широко открыть ваши духовные глаза и показать вам, что любовь, которую я вам даю, не исчезает из-за ваших ошибок или проблем.
Я подниму тебя из ямы, в которую ты упал. Я протягиваю руку, чтобы познакомить вас с совершенно новой страной духовного электричества. Ты мне дорог, и я хочу говорить тебе это каждое утро. Когда взойдет солнце и луч моей доброты пройдет через твое окно, ты узнаешь, что мое милосердие ново. Мой дух призывает вас проводить время в молитве. Расскажите мне, что вы чувствуете, свои планы, доверьтесь своим страхам, и я подтвержу свое слово и отвечу на ваши запросы. Благодаря искренней вере, которую вы оказываете, вы почувствуете в своем сердце, как я обнимаю вас с любовью и предлагаю вам безопасность, необходимую вам в жизни. Я сжег листья, где были записаны твои слезы, я забыл твои грехи и стер каждый след твоей боли. Своими руками я выдернул корни, которые заставляют тебя думать о своей печали. Вы свободны и доверяете этому. Напишите эти слова на листе бумаги. Я так сильно люблю тебя, что никогда не буду вдали от тебя. Ваша свобода и ваши долги оплачены. Ваша победа очевидна. Мои обещания в безопасности подписаны с необыкновенной любовью. Не просите меня объяснить это. Живи, живи, мечтай и воображай это. Эта безмерная любовь наполняет ваше сердце, любовь, в которую вы не хотите верить, потому что люди вас подвели. Я, автор Вселенной, пришел, чтобы найти тебя и сказать, как сильно я тебя люблю. Вам не нужно идти далеко или подниматься на гору, чтобы услышать мой голос. Я хочу тронуть твое сердце здесь и сейчас. Вы уже чувствуете, что к вам существует титаническая любовь, даже если вы не хотите в этом признаваться. Примите эту новую жизнь без одиночества, без страха, в объятиях моей любви плывите по океану счастья, пока моя любовь направляет ваши парусы в гавань, где вы получите венец победы. Там вы будете благословлены вечной радостью, процветанием и священным богатством, которое не сможет украсть ни один вор. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, отбросьте все сомнения. Враг атакует твой ум сомнениями, потому что он хочет, чтобы ты не знал меня, а искал самого себя. Я предпочитаю вашу простую веру и смирение вашему собственному благоразумию. Поделитесь со мной своими планами в начале дня и позвольте мне быть вашим пастырем, ведущим вас к зеленым пастбищам, к которым вы стремитесь, где ваша душа сможет, наконец, увидеть благо, о которых я так много говорил. Мое присутствие доминирует над твоими эмоциями, и страху здесь нет места. В этом месте сердце живет спокойно, и ни тяжелые дни, ни плохие новости не смогут помешать вам в этот день. Когда ты узнаешь меня больше, когда ты осознаешь прощение и принятие моей любви просто как тебя, я действительно люблю тебя безоговорочно. Эта сладкая любовь преобразит вас, и ваш характер станет превосходным. Вы больше не будете просыпаться, беспокоясь о том, что может случиться. Вы не слабы, не трусливы и не рабы разочарования. Потому что я дал вам дух любви и силы, чтобы преодолеть эти изменчивые эмоции, которые поднимаются и падают. Вместо страха и тревоги моя сила наполнит твою грудь. Был. Сегодня вы обретаете свободу и осознаете, кто вы есть на самом деле. Не волнуйся, неугрюмый. Ваша помощь и облегчение придут с небес, когда они вам понадобятся, и в нужное время. Вы увидите, что доверие ко мне принесет вам много благословений и впечатляющий результат.
Вы вступаете в период радости. Здравствуйте, я здесь сегодня, чтобы помочь вам осознать, что я с вами, и я забочусь о вас и ваших близких. Я поручил вам следить за тем, чтобы ничто не мешало вашему путешествию. Я понимаю ваше беспокойство и знаю, что вы правы. Ты человек, а твои враги толстые. Но еще более могущественным является этот любящий и верный Бог, живущий в вашем сердце. Подними это бремя на мои ноги сейчас, и я превращу твои проблемы в великие благословения своими обещаниями и силой. Как я уже говорил ранее, помните, я был и могу быть с вами на протяжении веков. Я никогда не смогу оставить тебя. Ты должен быть сильным. Помните, что вы очень храбры. Используйте по максимуму все дары и инструменты, которые я вам дал. Сила завоевать землю вокруг себя, преодолеть трудности, с которыми вы сталкиваетесь, сломать возникающие барьеры и изгнать все опасности из вашего дома благодаря вашему послушанию моим обещаниям. Я вижу твое сердце, твою борьбу и твое желание очистить свой дом и душу от греха и тьмы. Послушайте мои слова. Я всегда с тобой, направляю тебя и люблю тебя. Встань, любовь моя, и скажи слово мое с верой. Разорвите цепи, связывающие тех, кого вы любите. Ваша вера позволяет вам противостоять невидимым духовным силам, которые прячутся в тени. Учись, дитя мое, когда ты твердо стоишь передо мной, эти злые силы дрожат и бегут перед тобой. Но будьте осторожны, если правит страх и сомнения, и если вы питаете жалобы и негодование, когда жизнь испытывает вас, эти силы могут воспользоваться возможностью и навлечь на вас неприятности. Но не отчаивайтесь. Защитите свое сердце, наполните свой разум моим святым словом и сохраняйте свою веру, чтобы не случилось на вашем пути. Оставайтесь верными, никогда не позволяйте сомнению или жалобе слетать с ваших уст, ибо моя божественная любовь объемлет и любит вас, даже во времена слабости и неудач. Оставайтесь в своей вере, потому что мое прощение всегда доступно вам. Ни один враг не сможет победить тебя, если ты останешься под моей защитой. Слушайте, поймите и учитесь, ибо я ваш Бог, ваш Спаситель и прощающий ваши преступления. Я тот, кто искупает тебя из глубин и кладет слова хвалы на твои уста. Я реален, и когда ты встаешь на колени и говоришь со мной, происходят чудеса. Я могу поддержать тебя в жизненной буре, даже когда кажется, что мир настроен против тебя. В моей любви ты найдешь утешение, защищенное от бед. Не позволяй тьме добраться до тебя. Если у тебя есть необходимость, если ты не видишь смысла продолжать, держи меня прямо. В центре внимания не нападки других, а я, потому что никто в этой вселенной не любит тебя так сильно, как я. Если вас предадут ложные друзья и члены семьи, помните следующее: я воспитаю вас в вашей семье, и наступит день, когда они покаются в своих ошибках. Будьте такими же снисходительными, как я, и предложите ей любовь, защитив свое сердце от дальнейшей боли. Так доверь мне свое сердце, и я сохраню его. Никакой вред не постигнет тебя, потому что это день твоего подъема. С верой смотрите вперед, ибо вас и вашу семью ждут благословения. Но я прошу вашей приверженности. Найди меня, слушай меня и позволь мне рисовать внутри тебя. Позвольте мне использовать ваши губы,
чтобы поделиться своим словом, и ваши руки, чтобы исцелить и принести свободу угнетенным. Ваша вера – это сосуд для сверхъестественных чудес в вашей жизни, и я верю в вас. Подходите к моему присутствию с уверенностью. Я с уверенностью выполню любую уместную, естественную и освежающую вашу просьбу. Сегодня мы возобновляем наш завет, и вы решаете служить мне и доверять мне. Я люблю тебя и буду творить через тебя чудеса, подписанные моей жертвой и воскресением. Утвердите это для себя с преданностью и любовью. Вместе со своим смиренным духом и непоколебимой верой вы сможете преодолеть невзгоды. Ты мой воин, всем сердцем преданный мне, и я тебя не подведу. Ваше прошлое не определяет вашу судьбу. Хоть мир вокруг тебя, кажется, рушится, ты поверил в меня и нашел убежище в моих объятиях. В моем присутствии ты всегда найдешь защиту. Доверься силе моей крови, которая очистит и простит тебя. Примите эту истину всем сердцем и широко откройте глаза, ибо вскоре я совершу мощное и вдохновляющее чудо в вашей жизни. Знай, что я простил тебя. Не вините себя за прошлые грехи. Моя кровь очистила твое сердце и обновила его. Ваши мысли будут обновлены. Наполните себя моим святым словом, и пусть ваши слова будут полны жизни и ободрения каждый день. Помните мои обещания и повеления. Не возвращайтесь в тень смерти. Твоя судьба не случайна. Ты в моих объятиях, под защитным покровом моих крыльев. Если ты столкнешься с трудностями, я смогу защитить тебя. Ваши мысли сильны и будут становиться сильнее, когда вы воплощаете эти слова. Держитесь подальше от тех, кто причиняет вам боль словами и действиями, которые умаляют ваш дух. Не возвращайтесь к местам и дружбе, которые сбивают вас с курса. Я не хочу, чтобы твой разум остыл. У меня есть для вас мирное и благословенное будущее, свободное от печали и депрессии, и если вы сделаете меня своим приоритетом, особенно если вы сделаете меня королем своего сердца. Я буду любить тебя и заботиться о тебе с любовью. Я буду показывать тебе любовь каждый день, чтобы не говорили другие. Твоя печаль закончится, и твоя буря закончится. Для меня нет ничего невозможного, и моя любовь не знает границ. Наступил совершенно новый день, и отныне вы будете получать только благо и возможности, открытые двери, прекрасную дружбу, божественное процветание. Вы освободитесь от финансового бремени. Я могу обильно благословить ваши молитвы, вашу работу, ваши усилия и все, что у вас есть. Мое слово имеет значение. Когда я даю обещание, я гарантирую, что оно будет выполнено. Я с вами и всегда буду, какой бы сложной ни казалась ситуация. Я тот, кто защищает тебя и утешает, когда тебе это нужно больше всего. Я могу направить тебя на путь праведности, и ничто больше не смутит твой разум. Не поддавайтесь греху. Не променяй свои отношения со мной на мгновение фальшивого счастья. Многие из тех, кто смеялся над вами, возможно, теперь будут критиковать вас за то, что вы подписались на меня, но не расстраивайтесь. У вас есть способность прощать умело и искренне. Последствия могут еще остаться с вами, но они пройдут. Я сотворил чудо в твоей жизни, и ты станешь его свидетелем. Я обожаю твою семью.
Мир, радость и спасение принадлежат мне, и ты расцвела во мне. Когда вы каждое утро открываете глаза, наполняйте свой дом духовными словами. Слушайте гимны и любите музыку вместе со своим ребенком. Отправьте заявление со своим примером. Молчи, когда кто-то обидит тебя, ибо я простил тебя. Это может быть трудно, но я здесь, чтобы помочь вам пройти через это. Я могу даже залечить кровоточащие раны за короткое время. Я могу заставить их исцелиться, и они могут полностью исчезнуть, не оставив никаких следов в вашем теле или разуме. Никакой вред, причиненный вам в будущем, не будет преследовать вас снова. Каждый день, когда эти воспоминания всплывают на поверхность, пусть мой Святой Дух наполняет ваше сердце и успокаивает ваши эмоции. И если вам нужно выпустить пар, покажите ему, что вы закрываете губы, чтобы гнев не загрязнял вашу речь. Наслаждайтесь оживленным течением этой реки. Наслаждайтесь своим новым образом жизни как можно больше. Когда вы их получите, подумайте о них и найдите время, чтобы познакомиться с ними. Никогда не забывайте, что вы и ваша семья всегда в моих мыслях и молитвах. Кризис ничего не боится. Возможны перебои с электричеством. Я здесь, чтобы вдохнуть в вас жизнь, мое дыхание жизни, укрепить вашу веру, широко открыть ваши духовные глаза и показать вам, что моя любовь к вам и благодать, которую я вам даю, не исчезают из-за ваших ошибок или проблем. Столкнувшись с опасностями мира, которые вы отрицаете и которые делают вас беспомощными, я могу помочь вам выбраться из ямы, которую вы выкопали для себя. На другом конце протянутой руки, которую я вам предлагаю, вас ждет новое царство духовной силы. Я очень уважаю вас. Каждое утро, когда взойдет солнце, мне придется напоминать тебе об этом. Вы вспомните обо мне, когда моя благодать обновится и мой дух позовет вас провести время в молитве. Если лучи моего света проходят через твое окно, ты можешь это понять. Вы описываете мне свои впечатления. Скажи мне, что у тебя на уме, и я подтвержу свое слово и отвечу на твои просьбы, если ты поверишь мне в своих страхах. В конце концов, все, что нужно, это 1 минута вашей искренней религиозной преданности, чтобы показать вам, как сильно я люблю вас, и дать вам стабильность, с которой вам нужно сталкиваться каждый день. Я подожгла листы с буквами твоих слез. Я вытираю ров твоих прегрешений, я снимаю с твоей души бремя твоей печали и обеими руками разрываю узы, связывавшие тебя с воспоминаниями о твоем отчаянии. Да, вы свободны. Кажется, ты немного об этом думаешь. Напишите эти слова на листе бумаги. Эта любовь искупила тебя навсегда. Тебе никогда не удавалось добиться свободы, будучи невиновным, и ты не возместил мне за это компенсацию. Вы столкнетесь с осуждением, что бы вы ни сделали, и я это понимаю. Мы выплатили твои долги и освободили тебя. Вы наверняка заслужите огромную, блестящую и восхитительную любовь, с которой я подписал свои гарантии и сделал их еще более утешительными. Я бы предпочел, чтобы ты меня не узнал. Извините, но я не буду объяснять. Почувствуйте это, увидите это, представьте это и станьте частью этого. Благодать, которой вы боялись доверять, потому что другие люди подвели вас, теперь наполняет ваше сердце радостью, и вот я, Создатель Вселенной,
пытаюсь найти вас и сказать, как сильно я вас люблю. Я посылаю вам эти слова самым резким образом. Вам не обязательно находиться поблизости или даже подниматься на гору, чтобы услышать меня сейчас. Даже несмотря на то, что ты не просил об этом, я должен разбить твое сердце, чтобы сказать тебе, что ты уже испытываешь огромную любовь. Я ни за что не оставлю тебя. Моя любовь очень сильна. Итак, примите эту новую жизнь без страха и одиночества, окруженную моей любовью, и плывите по океану счастья, пока моя любовь ведет ваши парусы к порту, где вы сможете получить венец победы. Вы будете переполнены благословениями вечной радости, изобилия и священного богатства, которые никто не сможет разграбить. Вам необходимо избавиться от всей неопределенности, если вы хотите изменить свой образ жизни. Ваш разум постоянно подвергается атакам сомнений дьявола, потому что он перестал понимать меня и вместо этого хочет, чтобы вы обратились к самому себе, чтобы доказать, что мои обещания истинны. Неуверенность в собственной мудрости, смирение и простая вера – качества, которыми я восхищаюсь. Позвольте мне быть вашим опекуном, первым делом утром составить ваши планы и привести вас к зеленым пастбищам, которые вы ищете. На этих пастбищах душа твоя увидит благо, о которых я так много говорил. Здесь твои эмоции больше не доминируют над моим присутствием. Интенсивность не имеет границ. В этом месте твоя душа умиротворена, и даже плохие новости или трудные дни могут заставить тебя желать того дня, когда мы сможем проводить больше времени вместе. Моя любовь к тебе станет безоговорочной, как только ты научишься прощать меня и принимать таким, какой ты есть. Эта сладкая любовь изменит тебя. Ваш партнер может быть потрясающим, и вы больше не будете просыпаться с надеждой на будущее. Я передал тебя духом любви и электричества, так что тебе нелегко. Когда вы разочарованы, будьте сильными, смелыми, стойкими и уязвимыми. Мой авторитет будет заменен приливами и отливами ваших бурно меняющихся эмоций, наполняя вас силой. Эта трансформация не произойдет в одночасье. Раскрытие своей истинной личности и возвращение свободы имеет два побочных эффекта – оставить позади свои тревоги и депрессию и получить помощь и облегчение свыше. Доверие ко мне принесет вам много пользы и замечательный результат, когда придет время. Для вас это время большой гордости и счастья. Приветствую, сегодня я здесь, чтобы сообщить вам, что я рядом с вами, присматриваю за вами и вашей семьей. Я распорядился, чтобы ваши шаги прошли гладко. Вы полностью завладели моим вниманием. Я понимаю ваши проблемы и согласен с вами. Хотя вы сталкиваетесь с амбициозными противниками, и вы человек, любящий и преданный Бог, живущий в вашем сердце, гораздо сильнее. Это перенесло вес на мои маленькие ножки. С моей силой и гарантиями я могу превратить ваши проблемы в возможности для вас. Помните, что я уже сказал, у вас есть моя бессмертная вера. Я был и всегда буду с тобой. Я тебя точно не оставлю. Устойчивость является ключевым моментом. Думаю, ты действительно храбрый. Используйте все оружие и присутствие, которое я вам дал, в меру своих возможностей и покорите территорию вокруг себя.
Если вы готовы следовать моим обещаниям и очистить свой дом и душу от греха и тьмы, вы сможете преодолеть трудные обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь, препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, сломаться и защитить свою семью от зла. Я всегда с тобой, люблю тебя и направляю тебя. Так что прислушайтесь к моим словам. Встань, любовь моя, и скажи мое слово убедительно. Освободите людей, которых вы любите, от их оков. Когда вы доверяете Богу, вы достаточно сильны, чтобы противостоять духовным силам, скрывающимся в тени. Пожалуйста, моя любовь, пойми это, хотя эти злые силы будут убиты и уйдут от тебя, когда я буду с тобой. Будь осторожен, чтобы не ослабить свою бдительность. И если вы позволите своим страхам и сомнениям воспользоваться вами, эти силы могут воспользоваться вашим ворчанием и обидой, чтобы создать вам проблемы. Но преодолей свою депрессию, защити свое бьющееся сердце, позволь моему святому слову жить в твоих мыслях и не отпускай своей веры. Оставайтесь верными своей позиции, независимо от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Моя божественная любовь обнимает вас и любит вас, независимо от того, насколько слабыми или побежденными вы себя чувствуете, поэтому вы никогда не должны позволять сомнениям или юридическим вопросам слетать с ваших уст. Ты всегда сможешь получить мое прощение, если останешься стойким в своей вере. Оставайтесь в безопасности под моей защитой, потому что никто не сможет причинить вам вред, пока вы здесь. Я Бог, который спасает тебя и прощает твои грехи. Так что будьте осторожны, выявляйте и исследуйте. Никто, кроме меня, не спасет тебя из бездны отчаяния и не возложит хвалу на твои уста. Мое присутствие чувствуется, и когда ты наклоняешься и общаешься со мной, происходят чудеса. Когда придет беда, я здесь, чтобы остановить тебя. Ты найдешь убежище в моей любви, защищенное от вреда, даже когда мир отвернется от тебя. В трудную минуту не позволяйте отчаянию одолеть вас. Держи меня в залоге, даже если не видишь причин. Когда ваши друзья и члены семьи притворяются, что предают вас, сосредоточьте свое внимание не на их нападках, а на моих. Никто не любит тебя больше, чем я, имейте это в виду. У меня есть сила возвысить вас в вашей семье, и наступит день, когда они признают свои ошибки, полюбят и простят, как я, но защитят ваше сердце от еще большей боли. Доверься мне, и я защищу твое сердце. Ничего плохого с вами не произойдет. Теперь пришло время загрузить вашу игру. Оно появилось раньше вместе с религией. Вы и ваши близкие можете предсказать преимущества, но у меня есть свое слово по этому поводу. Лучший способ найти меня – делать то, что я говорю, и использовать вас в качестве канала. Позвольте мне поделиться своими словами с вашими устами и использовать ваши исцеляющие руки, чтобы принести свободу угнетенным. Я признаю, что ваша религия служит средством чудесных событий в вашей жизни. Дай мне силы быть уверенным в моем присутствии. Или слабость, моя любовь омывает тебя, очищая и охлаждая путь твой чистой водой небесного потока. Я дам тебе божественную силу, которая тебе нужна. Когда ты чувствуешь себя слабым, ты мой чемпион, мой боец, и я здесь, чтобы поддержать тебя в твоих битвах и защитить тебя от резких нападений.
Когда придет время вам отдохнуть, со щитом истины и мечом моего слова вы пойдете по жизненному пути с верой, которую чувствуете. Теперь ты преодолеешь болезнь и чувство вины, освободишься от цепей и оков, оставишь позади клетки своего прошлого. Я хочу, чтобы ты был полон веры, сын мой. Сила, которую вы чувствуете, реальна, а не только в вашем уме. Вы можете испытывать это каждый день, поднимаясь, отбрасывая все страхи и сомнения, уверенно принимая жизнь в своем триумфе. Враг отступает от тех, у кого есть силы стоять твердо, даже когда они чувствуют себя слабыми или утомленными, потому что они знают, что у них есть Небесный Отец, который любит их, и находят в этой вере силу преодолеть печаль и уныние. Оттуда вы сможете поразмышлять о чудесах, которые я хочу совершить для вас. Поэтому я прошу и повторяю, что вам следует узнать меня поближе. Моя любовь принадлежит тебе, и ничто и никто не сможет разлучить тебя со мной. Пожалуйста, свяжитесь со мной, прежде чем принять это важное решение. Дай мне время, я хочу успокоить твои эмоции и стабилизировать мысли. Я направлю твое сердце на правильный путь. Я направлю твое сердце на правильный путь, нашептывая божественные тайны, которые определят твою судьбу. В эти моменты общения я раскрываю намерения своего сердца и вдохновляю вас достичь высот, о которых вы даже не догадывались. В тишине твоей души, в утренней тишине я буду рядом, говоря сквозь шепот ветра и мерцание звезд, постоянно напоминая тебе, что ты не один. Когда восходит солнце, принося новый день, это символизирует обновление моего обещания, данного вам. Каждое утро – это пустой холст, готовый наполниться красками моего милосердия и благодати. Подобно художнику перед холстом, я предлагаю вам краски надежды, мира и любви, чтобы создать шедевр в вашей совместной жизни. Помните, нет такой великой несправедливости, которую мое искупление не могло бы превратить в красоту. В каждом вызове я вижу возможность для тебя вырасти и приблизиться ко мне. Воспринимайте бури не как препятствие, а как возможность продемонстрировать свою силу, чтобы их успокоить. Когда вы столкнетесь с бурным морем жизни, знайте, что вы можете идти по воде, пока смотрите на меня. Не позволяйте страху угнетать вас. Протяни руку, и я поддержу тебя. Жизнь по своей сути – это путешествие веры, паломничество по неизведанным путям с уверенностью, что мой свет будет направлять ваши шаги. Каждый опыт, будь то радость или боль, способствует расцвету вашего истинного «Я», превращая вас в образ моего присутствия. В лаборатории жизни ты одновременно ученый и экспериментатор, открывающий через каждое испытание и триумф глубину моей любви к тебе. В ткани вашего существования важна каждая нить радости. Это золотые нити, сияющие в солнечном свете, тогда как неудачи – это темные нити, которые, хотя и менее заметны, являются основой красоты целого. Поверьте, что в своей мудрости я точно знаю, где должна быть сплетена каждая нить, создавая узор, который можно будет полностью понять только тогда, когда оглянешься назад из вечности. В разные времена жизни я буду с тобой. В великолепии весны, когда все возрождается, помни, что мое воскресение – это обещание твоего собственного обновления. В летнюю жару, когда солнце светит ярче, знай, что моя любовь к тебе еще сильнее. Осенью, когда опадают листья, вы увидите красоту преображения и подготовки к новым начинаниям.
А зимой, когда холод кажется непреодолимым, он входит в тепло моих рук, обещая приход теплых дней. Мое присутствие – убежище, крепость в битвах жизни. Когда враг окружает вас сомнениями и страхами, помните, что победа уже за вами. Броня, которую я даю вам, непробиваема, а меч духа, который является моим словом, Астер, чтобы прорубить всю ложь и обман. Поднимите щит веры, которым вы сможете отразить все раскаленные стрелы зла. В минуты одиночества, когда тишина кажется оглушительной, знайте, что я рядом, слушаю каждый вздох, каждую произнесенную молитву. Твое сердце мне дорого, и каждая слеза собирается в чаше моего утешения. В минуты праздника моя радость смешивается с вашей, поднимая звук нашего общего смеха до небес. Так что идите с уверенностью в путешествие, которое я запланировал для вас. Не бойтесь объездов и перекрестков. Каждый из них – возможность испытать свою веру и направление. Будьте смелыми в своем стремлении к добру, справедливости и истине, ибо это знаки моего царства, которые вы призваны проявить на земле. В конце концов, когда вы стоите перед огромным горизонтом, где небо встречается с землей, а время встречается с вечностью, вы оглянетесь назад и увидите, что каждый шаг путешествия того стоит. В этот момент, когда полное видение любви руководит каждым моментом, каждым выбором, вы войдете в вечный покой, совершенный мир, бесконечную радость, которую я приготовил для тех, кто любит меня. Я обещаю тебе следующее: ты никогда не будешь одинок, тебя никогда не забудут. Моя любовь – самая верная константа в мире перемен. Так что продолжай мужественно, мое любимое дитя, ибо я с тобой сегодня, завтра и всегда, до конца времен. Дни скорби почти прошли, они почти прошли. Помните, что когда хорошие вещи приходят к вам, они исходят от меня, посланные с любовью. Я был рядом во время твоей борьбы, я помогал, когда ты чувствовал себя так, будто находишься в пустыне. В этот день, когда вы читаете эти слова, вы обязуетесь обновить свою веру. Сражения, сомнения, испытания и презрения, которые вы пережили, должны быть изложены. Пришло время вернуться на путь веры. Наполните свой разум моим могущественным словом. Я хочу, чтобы твоя вера была живой и сильной, чтобы, когда твоя жизнь будет полна благословений, ты не забывал меня, твоего Бога, твоего наставника. Продолжайте спрашивать, продолжайте молиться, потому что вы еще так многого не видите. Битва происходит за пределами того, что могут видеть ваши глаза. Я намерен благословить вас, но вам предстоит преодолеть препятствия. Ваша победа зависит от вашей веры, вашей настойчивости, вашей стойкости и ваших молитв. Ищи меня каждый день. Молитесь каждую ночь, вставайте рано, чтобы поговорить со мной. Ваши времена меняются, и я ищу на земле такие смелые души, как вы. Я буду творить чудеса в вас и через вас. Я буду использовать вас, чтобы обеспечить многих едой, одеждой, комфортом, исцелением и надеждой. И когда вы дадите другим, благословения вернутся к вам в изобилии. В этот период чудес стойте твердо и стойко. Оставьте бремя, которое угнетает вас, ищите моего присутствия, обновите свою веру. Я люблю тебя, не отвергай моих любовных слов и не игнорируй мои добрые просьбы. Если я крепко обниму тебя, ты должен цепляться за мою сладкую любовь.
Ты знаешь, что я люблю тебя, дай мне обещание. Обещай, что не разозлишься, если я не отвечу на твои молитвы сразу. Некоторые вокруг него настороженно наблюдают, желая увидеть, как он споткнется. Иногда вам может казаться, что ваши молитвы не услышаны, и над вашей верой готовы посмеяться. Его внимание сосредоточено на высших божественных вещах, несмотря на его глупости и шутки. Специально для тебя я запланировал уникальное путешествие вперед. Пусть насмешники бесцельно бродят, запутавшись в собственной гордыне и зависти по дороге своей погибели. Но ты мое дитя, ты можешь войти в мое присутствие своими молитвами. Я люблю тебя больше, чем что-либо.